Всем привет с Эжвинских дач. Как видите, стройка вовсю кипит. И сейчас мы делаем крышу, а кровля у нас интересная. Она фальцевая, с защипами. И цвет у нее очень модный. Вот сейчас графитовый. Только там профнастил, а здесь у нас фальцевая. Это надо видеть. Она очень красивая крыша. Уже есть очертания, да. Как видите, кровля подготовлена к настилу металла. Здесь уже идет настил металла. Как радует этот процесс, что уже идут заключительные такие декоративные штрихи. Класс, класс. И банька, да, превращается уже. У нас был просто сруб. Сейчас это уже строение превращается в баню. Блин, класс. Давайте, господа, со мной пройдем. Здесь у нас кратко расскажу о планировке. Просторная терраса, чтобы, выходили, кайфовали от вида, от своего участка. Здесь у нас идет выход на дорогу. Здесь, паркуемся, заходим в дом. Здесь крылечко. Заходили в баню, захотели в дом. Классненько. Давайте посмотрим на банное помещение. Здесь еще будут сделаны функциональные зоны, перегородки, отделение места, как раздевалка, да, там будет помывочная и парная. Как видите, обратите, пожалуйста, внимание, что мы параллельно с настилом металла до этого еще утепляем кровлю, специально настилаем пароизоляционную мембрану, все швы проклеиваются, то есть вся пленка между собой проклеена, такой единый мат. Брус мы строгали, он с внутренней стороны гладенький, сделан с декоративными фасками. Если снаружи он, обычный брус, то с внутренней стороны он строганный с фасочками, чтобы нашему клиенту в дальнейшем не пришлось тратиться на внутреннюю отделку. Существенно экономим бюджет. Классно. И что баня, что дом, все в едином стиле. Проходим в дом. Здесь при входе в дом гостиная просторная. Здесь кухонный гарнитур. Взяли чашечку кофе и пошли там любоваться. Само помещение просторное, с высокими потолками. Сам заказчик хотел, чтобы чувствовалось это так величие, да. Смотрите, какая высота. Доска временная тут. Смотрите, вот у меня условно 1,80 м, да, и я даже рукой 2,5. И потолки еще выше, 3-метровые потолки. И насколько, давайте отойду, чтобы это чувствовалось. Видите, да, насколько большое помещение? Кажется, мы увеличили высоту потолков. И кажется так все воздушно. Но учтите, что вы 5 сантиметров съедите по полу. Тут пойдет фанерные лаги, фанера и чистовая отделка. И сантиметров 10 еще съедите коммуникациями и обшивкой. Допустим, натяжным потолком. То есть 15 сантиметров точно минус. И на текущий момент мы делаем настил кровельного покрытия. Я бы хотел показать, оно нестандартное. Посмотрите, как выглядит лист. Фальц, да, то есть следующий лист уже такой, замковый элемент. Его необходимо подбить, и он сам заходит внутрь. То есть шикарный материал. Шикарен в чем? Что он никак протечь не может. То есть замковый элемент. Сначала выбивается идеальная диагональ по кровле, то есть все параметры крыши четкие. И четко по краю в нужном месте укладывается первый лист. Просто щелк, щелк, подбили, замок. Чпонькнул, все прекрасно. Здесь, посмотрите, идет фиксация на саморезы. Никаких саморезов на самом листе нету. И сохраняется вся красота листа. Класс. Давайте поднимемся наверх. То есть вот мы видим уложенные листы. Просто, практично, а главное современно. Вот серый цвет. Ага. Очень моден. Красив. И что мы видим? Вода стекает и уходит вниз. Здесь капельник установлен. Потом еще здесь идет вент-зазор, чтобы подкровельное пространство проветривалось. А дальше идет вот эта карнизная планка, декоративная.
Вот так она выглядит с другой стороны. Все. Видите, какой пирог? Вот эта карнизная планка, чистый декор, чтобы стропильных ног видно не было. Потом идет пленка гидроизоляционная, чтобы вода стекала по этой пленке вниз. Тот конденсат подкровельный, который там образовывается. Бруски, которые вы видите, он нужен, чтобы проветривалось подкровельное пространство. Воздух там вот так вот гулял и конденсат выдувал. Дальше идет доска, которую вы видите, это уже обрешетка, на которую укладывается декоративное покрытие в виде металла. Конечно, в идеале делать под данными листами ОСБ как дополнительное покрытие, чтобы не было волн. Даже если лист уложен ровно, можно присмотреться где-нибудь сбоку, и будут небольшие ямки. Эти ямки под разными углами, лучами солнца могут быть видны. Поэтому в идеале укладывать ОСБ панели, чтобы основание было идеально ровным. Видите, я же не могу его здесь зафиксировать. Я не могу его прижать. Следовательно, если там на досках оно будет расположено, оно может быть прогибаться. Поэтому нужно абсолютно ровное основание. Решение правильное. Сделать то, что наш инженер-проектировщик Сергей заложил еще ОСБ покрытие, это правильное решение. Мне нравится. И покрытие такое текстурированное нравится. И цвет современный нравится. И замковый элемент классный. И саморезов не видно. Круто. Круто. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом или баню, или дом, баню, смело обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите с радостью, проконсультируем, все покажем, все расскажем. И будем рады построить вам дом уже вашей мечты. Встречаемся на консультации. Пока-пока.